эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Глава Якутии подписал указ, в соответствии с которым режим ограничений, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции, продлен. Образовательную программу для подготовки кадров на Эльгинское месторождение создадут в республике. Якутский борец Раян Тютрин завоевал золото на турнире Ивана Ярыгина. В Якутии режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса продлен до 15 июня. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Напомним, приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-залов и иных аналогичных объектов, в том числе расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Также до 15 июня включительно сохраняются масочный режим и нормы социального дистанцирования. Также в Ленском районе ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса. В частности, отменяются все массовые мероприятия, в том числе празднование Дня защиты детей 1 июня. Начинается патрулирование улиц. На нарушителей режима самоизоляции возложат штрафы до 30 тысяч рублей. Возвращается строгий масочный режим. Все торговые точки не должны обслуживать покупателей без масок и перчаток. Мобильные дополнительные пункты вакцинации начали работу в Мирном, где можно получить прививку от коронавируса в материале Марферины Алексеевой. Специальный автобус и реанимобили до понедельника включительно будут дежурить у Дома культуры «Алмаз», городского парка, храма, у торговых центров, привокзальной площади аэропорта, а также во всех микрорайонах города. Дополнительные пункты вакцинации расположились в офисе ВТБ банка и 412-м кабинете взрослой поликлиники. Пользуясь случаем, наша съемочная группа Мирнинского филиала также решила сегодня провакцинироваться. Сегодня проходит первый день такой масштабной вакцинации. Предварительно был осмотр, меня осмотрели, проверили температуру, давление, и сейчас будет вакцинация. Для того, чтобы привиться, при себе нужно иметь лишь паспорт, полис и СНИЛС, заполнить анкету и указать контактные данные. О дате и времени получения второго компонента вакцины сотрудники районной больницы уведомят пациентов, позвонив по оставленному номеру. Удобно, все пришли, желающие, зашли, провакцинировались. А так мы были в ЦРБ, но там была очередь, очень долго стояли. А здесь все желающие подходят, быстренько проходят. Это просто уже необходимость. Был у нас грипп, мы всегда вакцинировались и будем вакцинироваться. А то, что вот сейчас ковид, это же очень страшно. Поэтому нет, надо. Люди, прививайтесь. Ничего страшного в этом нет. От прививок все легко переносится, все нормально. Также в мобильных точках стартует акция «Онкопоиск» и экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Все желающие смогут получить направление на онкомаркеры, либо сдать анализ на ВИЧ. Этот проект масштабный, большой, новый, и он проводится при поддержке Якутского республиканского онкологического диспансера. И в выходные 29-30 мая на территории мобильного пункта около ДК «Алмаз» мы будем проводить экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Также все желающие могут подойти, а сдать кровь можно будет сделать это анонимно. За первый день мобильной вакцинации привилось 618 жителей города Мирного. Всего в районную больницу и близлежащие поселки поступило 3000 доз вакцины ГАМ-ковид. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Лесные пожары продолжают бушевать на территории республики. Работы проводятся по тушению 5 пожаров общей площадью, пройденной огнем 281 гектар, расположенных на территории 4 районов. Из них локализован 1 пожар. На тушении задействовано 223 человека и 19 единиц техники. Из числа приостановленных действуют 5 пожаров на общей площади 414 гектаров. За сутки обнаружен 1 лесной пожар, по которому ведутся работы по тушению. Тем временем на тушении лесного пожара в поселке Хандыга Тампонского района работают 57 сотрудников авиапожарной службы и лесной охраны. Огонь перешел в лес земель иных категорий и действует в 8 километрах от поселка. Площадь составляет около 100 гектаров. Между возгоранием и населенным пунктом есть естественная преграда в виде федеральной дороги Колыма. Угрозы местному населению и объектам экономики нет.
Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Булунского района. Нижняя кромка льда наблюдается в 30 километрах ниже населенного пункта Кюсюр. Уровень воды ниже критической отметки. Верхняя кромка в 20 километрах ниже села Джарджан. Протяженность ледохода составляет 315 километров. Вскрытие реки в устьевой части ожидается в первой декаде июня. Активная фаза ледохода на реке Колыме проходит по территории Нижнеколымского района. На реке Алазее ледоход проходит по территории Среднеколымского района. На реке Индигирки лед проходит по территории Аллайховского района. И на реке Яне активная фаза проходит по территории Устьянского района. Глава Якутии Айсен Николаев отметил быстрое развитие Эльгинского угольного комплекса. Он провел совещание по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного проекта с участием председателя Совета директоров и генерального директора компании. Так были затронуты перспективы сотрудничества и приоритетные проекты, которые будут реализованы на Эльге в ближайшей перспективе. Кадровая потребность на данном этапе развития составляет порядка 10 тысяч человек с перспективой развития до 20 тысяч. В связи с этим было принято решение создать специальную образовательную программу для подготовки кадров на Эльгинское месторождение на базе Южно-Якутского технологического техникума и Технического института СВФУ в городе Нерюнгри. Акционер ставит задачу не просто развить добычу жилого поселка, отвечающего всем. Пенсионный фонд Якутии 1 июня проведет горячую линию о пенсиях и выплатах на детей. Получить ответы на интересующие вопросы можно будет по бесплатному номеру 8 800 600 02 98 с 9 до 18 часов. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся пенсий по потере кормильца и по инвалидности, компенсационных выплат по уходу за детьми-инвалидами, неработающим родителям, распоряжения средствами материнского капитала, повышенного размера пенсии неработающим родителям-пенсионерам, имеющим детей на иждивении. Наиболее часто заданные во время горячей линии вопросы будут рассмотрены подробно на официальных страницах отделения ПФР по республике в социальных сетях. Домашнее предприятие в Ленске занялось разведением кур. В том числе это происходит благодаря снижению цен на несушек. О набирающем обороте домашнем фермерстве в материале Светланы Балеевой. Ольга Баракова второй год приобретает птицу у совхоза «Новый». Девушка довольна. Удобная доставка до места, достойная цена и каждый день свежие яйца. На данный момент у нас 27 куриц. Несутся хорошо, по 22-23 яйца. Детям нравится ухаживать за курицами, собирать яйца. Ну и, конечно же, кушать, потому что это полезно и свеженькие, всегда вкусненькие. Кур несушек доставляют из города Мирный. Ежедневно предприятие реализует птицу как оптом, так и в розницу. Много лет ленчане ездили за 240 километров, чтобы приобрести кур. Но в прошлом году несушек стали поставлять в Ленск. Управление сельского хозяйства заключило договор с совхозом. Стали собирать заявки от населения. В этом году их поступило более 1000. На сегодняшний день мы планируем завести 1250 поголовий. Это по факту на сегодняшний день. А сейчас идут уже дополнительные заявки, кто не успел. То есть мы никому не отказываем. Сейчас будем собирать заявки, и общее понимание будет. Уже будем отправлять тоже подрядчика на завоз. Доставкой птицы занимается предприниматель Владислава Левандовская. У женщины оборудованная машина, птица доставляется до Ленска в целости и сохранности. В этом году порадовала и цена. Она гораздо ниже, чем в прошлом. Предприниматель не стал ее завышать. За птицей женщина ездит сама. Доставка осуществляется под ее чутким руководством. Дело в том, что это живность, которую надо контролировать. Много вы уже привезли кур? Где-то 1200. Это только вот в город, да, пока? Нет, мы привезли в город и Южную Нюю. А потом еще деревни будем это. Да, и на Тору еще это обеспечили. Сейчас будем по деревням ездить, возить. Сегодня предприниматель поставила уже 2 партии птиц. На следующей неделе планируется завести последнюю. Птицы завершающей партии будут в свободной продаже. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутянин Дмитрий Попов получил награду международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Его наградили в Большом зале «Россия сегодня» в номинации «Исполнительское искусство». Дмитрий Попов, руководитель инструментального ансамбля, живет в селе Туайдах Сунтарского района. Своими руками изготавливает музыкальные инструменты.
Он играет на нескольких инструментах. И самое интересное, если бы он играл только на хамусе, на нашем национальном инструменте, но он еще играет на свирели обычной и на флейте, как на североамериканской, так и на классической, еще и двойной. То есть вот тяга к музыке, она его возвышает. Якутский борец Раян Тютрин стал победителем международного турнира Ивана Ярыгина. В первой схватке спортсмен уверенно со счетом 5-2 выиграл у бурята Тамира Гармаева, затем одолел своего земляка Федора Постникова. А в полуфинале поймал на туше Анада Дашиева из Бурятии, ведя в счете 8-4. В финале ему противостоял дагестанец Муса Мехтиханов. Схватка завершилась со счетом 9-5. Ежегодный конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа» прошел в Нерингре в преддверии Международного дня защиты детей. В нем приняли участие воспитанники детских садов и школьники в возрасте от 6 до 14 лет. Подробнее в сюжете наших коллег. Краски, цветная бумага, пластилин, текстиль, полимерная глина, соленое тесто и обожженная глина. Из этих разнообразных материалов дети своими руками сделали тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка. Я решила поучаствовать в конкурсе, потому что у меня бабуля пенсионер по МВД, а мама бывший сотрудник полиции. Поделка пришла в голову мне. Она изготавливалась час из полимерной глины и из ниток. Это моя первая поделка из соленого теста. Мне мама помогала. Мама сначала сделала из соленого теста вот этого, а потом запекла его, а потом уже я разукрасила. Члены комиссии отметили творческий подход юных конкурсантов и дали высокую оценку каждой работе. Я получила массу удовольствия за период этого конкурса, потому что когда несли конкурсанты свои работы, это действительно позитив, это энергия. Членам жюри было действительно очень сложно. Действительно такой высокий, хороший творческий подход ребят. Выполнены работы вообще идеально. Всех конкурсантов наградили дипломами и памятными подарками. После для ребят и их родителей в музее отдела МВД провели экскурсию, где сотрудник отделения по работе с личным составом рассказала об интересных фактах, произошедших за время существования отдела, и познакомила с уникальными экспонатами. В завершении встречи инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД напомнила ребятам о соблюдении правил дорожного движения, пожелала безопасных летних каникул и подарила яркие рюкзаки со световозвращающими элементами. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерингри. На этом выпуск подошел к концу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.